Сегодня состоялось 7-е очередное пленарное заседание Государственного собрания Илтумен. Народные избранники рассмотрели 40 вопросов. Знаковые изменения в ветвях власти коснулись сегодняшнего обсуждения. Депутаты голосовали по проекту постановления о прекращении полномочий вице-президента Якутии Дмитрия Глушко, что обуславливалось ликвидацией института президентства. Отныне у нас нет с 24 апреля института президента Республики Саха-Якутия. Кроме того, у нас упраздняется институт вице-президента Республики Саха-Якутия как таковой. Вы знаете, что за должность вице-президента, кандидатуры должности вице-президента принимало соответствующее решение Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Сегодня Илтумен должен принять соответствующее процедурное решение, которое будет касаться как констатация факта, который уже свершившийся факт. По 8 пунктам повестки пленарного заседания состоялось тайное голосование с использованием бюллетеней. Так, на должность заместителя председателя правительства республики был утвержден Александр Соловьев, а на должность председателя Конституционного суда Александр Кимкимен. То благословение, которое высказал Дмитрий Николаевич, что у меня не должно быть политических амбиций, а я должен заниматься только конституционным судопроизводством, я должен принять, потому что этого требует статус наш и федеральный закон. Поэтому я думаю, что мы будем заниматься теми вопросами, которые отнесены к полномочиям Конституционного суда республики. Более подробно об итогах 7-го пленарного заседания Госсобрания Илтумен в материале Владимира Сенюшкина. Среди разноплановых вопросов сегодняшней повестки дня одним из самых значимых был о внесении изменений в государственный бюджет Республики Саха на 2014 год. Большую часть дополнительных доходов, полученных при уточнении дивидендов компании «Алроса», а также целевые федеральные деньги, решено потратить на софинансирование строительства перинатального центра и жилья для детей-сирот. Дополнительно мы предусмотрели 100 миллионов рублей на добрые дела. Это как раз будет для сельских районов в основном деньги уйдут, ну и в том числе для Арктики, да. 229 миллионов рублей – это дополнительные деньги на субсидирование молока. В общем-то, сегодня мы с правительством договорились, если этих денег не хватит, то мы, если молока сдадут больше, чем запланировано, то, в принципе, будем деньги дальше рассматривать. Там уже осенью, да, будет уточняться в сторону увеличения. Тема приоритета поддержки и развития сельского хозяйства на сегодняшнем заседании поднималась часто. И это, в свою очередь, пересекалось с теми акцентами, которые сделал президент России Владимир Путин на встрече с законодателями 28 апреля в Республике Карелия. Было очень отрадно услышать из уст президента Республики Российской Федерации. Он еще раз вернулся к вопросу о поддержке сельских территорий Российской Федерации. И, в общем-то, этот разговор он стал более предметным, потому что имел несколько поручительских таких предложений. Сейчас общественные советы работают практически при каждом муниципалитете, уделяя основное внимание жилищно-коммунальному хозяйству. Наделить их полномочиями должен новый закон об общественном контроле в Республике Саха-Якутия, который был принят сегодня во втором чтении. Напомним, что изначально разработка законопроекта была инициирована Егором Борисовым год назад. Он даст прежде всего закрепление тех форм, который президент внес. Он внес такие формы общественного контроля, как общественная проверка, общественная экспертиза. Наконец-то получает свое закрепление такое понятие, как отчет органа исполнительной власти. Да? Мы его 15 лет проводим, но никогда не выходили на какой-то итог, и для чего вообще он нужен. Да? И всегда подводили там свои итоги. Сегодня мы его наконец-то в рамки закона, в общем-то, вводим. В том числе и различные общественные инициативы, которые можно реализовать через общественную палату. Вот в таком виде мы видим сегодня общественный контроль. Если сказать, нужен ли он, да, то, наверное, здесь я с гордостью могу сказать, что один из тех законопроектов, который действительно нужен. Я совершенно недавно приехала с своего Томутского избирательного округа, и на встрече с жителями поселка Синегорье был первый задан вопрос, который мне задали мои избиратели, жители республики. Когда вы примете закон об общественном контроле, мы хотим осуществлять контроль за тем, каким образом будут проходить ремонтные работы на нашей котельной. Иван Семенов, Дмитрий Сергучев, Владимир Сенюшкин, НВК «Саха», Якутск.